Честный разговор про удмуртов. Большое спасибо за то, что разрешили сегодня приехать к вам, за то, что Ольга Николаевна опять организовала мне эту встречу. И хочется сегодня много-много о чем вас спросить, чтобы вы рассказали все самое важное и интересное, что было бы интересно не только мне, но и людям, которые смотрят, которые много всего, оказывается, не знают. И я бы хотела, чтобы все, ну, по крайней мере, в Удмуртии люди знали, как есть все на самом деле. Вот. Это, наверное, главная задача сегодняшняя. И вы недавно, я знаю, что вы ездили на большой фестиваль Ктоника. Я вообще очень-очень хотела туда попасть, но в силу семейных обстоятельств у меня не получилось туда попасть. Расскажите, что там такое было интересного? Понравилось вам? Что такого было интересного на Ктонике? В Шаркане. В Шаркане, да. Вы ездили, выступали? Ну, приехали, к самой сцене нам разрешили подъехать. Потом переоделись, вышли на сцену, спели и уехали домой. А я сколько фотографий? Мы там нигде не гуляли. Не гуляли, да? Не положено. Ага, понятно. Нет, просто я видела столько фотографий, ну, с нашей эстрадой, увидела там в Инстаграме, ВКонтакте. В палатке пока были, на скамейке сидели, без конца фотографировались. То есть вы прямо звезды, да? Ну, начинающим нашим эстрадным певцам, конечно, льстит, когда рядом с бабушкой, да? Да, с таким. Тем более есть, бабушки им дали надежду, что есть возможность роста, профессионального роста, вот. даже вот в таком возрасте. Вот. Да. Хорошо, спасибо. Я вообще хотела, в принципе, начать наш разговор с этого. Как так получилось, что обычный коллектив, я знаю, что Ольга Николаевна закончила Пермский институт культуры, работали в Бурановском доме культуры, да. Как вообще получилось так, что коллектив любительский, да, можно так назвать, это вы профессионал, как оказалось так, что вы стали известными? И не просто, вот как этот путь проложить, потому что вот эти вот те же звезды, ну, да, нынешние звезды, там, удмуртской эстрады, может быть, сидят очень талантливые люди, да, но они не знают, как зажечь свою звезду, как сделать так, чтобы о них услышали, узнали. Вот как так получилось, что о вас знает весь мир, Европа, Россия, ну и вот. В 90-м году приехала Ольга Николаевна, откуда-то. Из Пуроможги замуж вышла к нам. В это время мы выступали на концертах от праздника к празднику. А тут решили, давайте будем посиделки делать. Кто вяжет, кто шьет. И показывает. Клуб такой. Любительский. Любительский. Да. Мы сидим, а в это же время песни поем. Поем. Ольга Николаевна говорит, а вы что тут вот поете? Давайте-ка на концерт будете, на концерте. Раз вышли, второй раз вышли. И поехали. Пригласили в город на праздник родного языка. Паша Поздеев. 2 песни мы спели. Переводные. Уже переводные? Уже пели. Переводные в 2008 году. И тоже уже это рок был? Это уже был рок. Вот эти 2 первые песни рок. А там были и наши парни там были, и молодежь там все. Они поместили в интернет, а мы тряслись первый раз там пели так. И, наверное, на лице, не знаю, какое выражение. Первая запись гуляет по интернету, да, очень и напряженные, и да. Нас там много еще. А утром интернет уже шумел, гудел. То есть это вас пригласили просто в Ижевск? Это даже не наша была идея перепеть известные хиты. Это была идея Паши Поздеева. Есть такой режиссер известный, он проводит большие мероприятия в Ижевске. Мы с ним дружим давно. И вот он предложил, чтобы привлечь внимание к удмуртской культуре, у него давно это, видимо, уже было, просто не мог подобрать какой коллектив.
А у нас коллектив, хоть и в возрасте уже бабушки, но очень мобильный и смелый. Смелый. Они смелые, они не боятся новшеств. И, ну как не бояться? Бояться, но ведь надо уметь убедить еще их. Ольга Николаевна Да. может. Да. И вот я их убедила, они исполнили эти 2 песни, вот с этих 2 песен. Хорошо, что был выбор у меня, потому что он сказал, ну, выберите на свой вкус. Я сделала подстрочный перевод первый раз в жизни, потому что денег никаких в клубе не было. А это же дорогое удовольствие заказывать кому-то этот текст. Да. И поэтому я была вынуждена это переводить. Какая И была первая песня? Первая песня была Гребенщикова «Город золотой» из его репертуара. обожаю Да, эту песню. да, шикарная песня. И песня Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце». Это вот так вот получилось. Я думаю, что вот надо высокие цели ставить перед собой и не бояться, потому что не ради себя любимой. Надо думать о людях. И я знаю, что бабушки любят людей. Когда человек любит людей, он готов что-то для них сделать. А когда что-то ты для кого-то делаешь, срабатывает закон бумеранга, к тебе возвращается. Это вот на таком уровне, вот почему я задаю про то, ну, про успех, да? Ну, казалось бы, мы миллион раз спрашивали, и правда спрашивали, но вот когда говорит Ольга Николаевна о том, что важно иметь какую-то большую цель, Да, и обязательно. не бояться, да, Да. как это проблема в нашей голове, Да, и вот не бояться мечтать. да, Да, не бояться мечтать, идти к своей цели, и неважно, из какой ты провинции. да. Вот, в общем, первую ступеньку я поняла, вас увидели, услышали, как дошло дело до того, что вас нашел продюсер, или вы нашли, как так получилось? Она нашла нас. На нас А от кого заказ был? Был звонок. Мы с Галиной Николаевной вот по асфальту идем, значит, здесь. Это тоже был 2008 год, еще не закончился. Шли мы, значит, по дороге, и Галина Николаевна человек верующий, православный. У нее это глубоко сидит. А я не совсем еще была близко, потому что я в язычестве росла, по большому счету. Но это все параллельно шло. А они тут при храме всегда были, храм же был. И приход был, и она говорит, вот было бы здорово, храм бы был. Как бы село красивое, со всех сторон. То есть эта идея возникла в 2008 про храм, Да, если... про храм возникло в 2008, когда мы просто шли по улице и любовались видами нашего Буранова и говорили, вот не хватает храма, был бы храм. А у нее-то душа болит, храм-то разрушили после Она там войны. крещеная. Да, она крещеная, Да, да. в том храме еще, Да. да. И она только задумалась об этом. У меня тогда уже был телефон, зазвенел телефон, и представился человек. Он представитель Приволжской энергетической компании. Он говорит, я слышал в интернете, видел вас, вы поете известные хиты. Я сказала, да, конечно, 2 песни исполнили. Да, конечно. И он говорит, а не могли ли бабушки для меня исполнить зарубежные хиты? Было бы интересно, и я бы подарила это своим коллегам зарубежным. И хорошо бы вам заплатил, он сказал. Нам, простым бабушкам, которые, решили похулиганить, спели 2 песни, мы думали, Мне все. нравится, как вы хулиганите. Да. И вот с этих денег и мы поняли, что, оказывается, можно пение зарабатывать на храм. Получается, То есть раз вот деньги это он предлагает, мы сразу подумали, вот это ведь знак. Это ведь знак. Мы только об этом говорили, и вот тебе денежка. Это Вот. первые деньги вот оттуда у нас начали. Вот. Но вот сразу у меня возникает вопрос, Ольга Николаевна. Вы вот как творческий человек, появился кураж? Ну вот того, что вот я наконец-то делаю что-то вот такое большое, что вот было Я такое? понимала, что мы делаем бомбу. Да? Бомбу замедленного действия. Но мы никому об этом не говорили, мы боялись этого. Мы боялись, я боялась того, что там же очень аккуратно надо это исполнять, и надо вот вести себя очень аккуратно, потому что шаг в сторону, и ты был бы смешон. Я бы подставила бабушек, да, если бы они что-то там начали под эстрадных певцов что-то там дергаться. Там, Ну вот то, что что я нас- сейчас да. вижу про Да, бурановских да, бабушек, да. нюхать клей. Или вы махали, что Да. 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 Но И, очень и вот эту грань надо было еще соблюдать. Поэтому я боялась об этом громко говорить и рассказывать, и даже что-то даже про себя думать, что где-то что-то это может по что-то вылиться. Был интерес сам процесс.
Это же новое дело. Да, да, да. Новые тексты Ну, придумать. заряжает. Да, конечно, это же запись. В записи мы никогда не участвовали. Перед камерой стоят у нас у бабушки, коленки дрожат. Слова мы забываем, ничего не понимаем, куда глядеть, чего. А вот сейчас уже привыкли к камере. Какой первый заработок, какой был примерно, какая Щу, сумма щу, вот за эту щу. песню? 100 тысяч. 100 тысяч, Да. да? Этот И, мужчина то дал. есть вот эти деньги вы сразу... Мы сразу сказали, давайте будем собирать на храм. Да, это будет. Раз Мы деньги сразу попали. потом появились другие заказчики. Мы стали уже ездить и зарабатывать тихонько. И тогда вот на горизонте появилась Ксения. Увидела Маша Толстухина. нас Администратор где-то. Маша, а они знакомы с Ксенией Рубцовой. У Зыкиной юбилей 80 лет. И вот она говорит, мне бы что-то необыкновенное такое. Вот артисты все выступают. Что-то бы такое. Из глубинки коллектив. Из глубинки. Это к вам пришла уже Рубцова. Нет, еще. Нет, Это еще Маша. Маша. Маша позвонила из Индии. О, Маша и Ксения встретились мгм, именно там, где Мы пели. у Поздеева, мгм. у Паши Поздеева. И они что-то шепчутся. Она посмотрела, значит, между собой шептались. И нам говорят уже, мы поедем на юбилей Зыкиной. То есть, ну, как это приглашение-то для вас? Что это было? Здорово? Это было интересно, любопытно. Мгм. Москва, Зыкина. А И сколько уже это? сложно доедет. Двум маленьким А у нас. Москва. Да. И мы приехали в Останкино. Ну так это было смешно. Ну, расскажите, Мы в как. Останкино. Да. В это верится, Не то верилось. верить-то трудом Не это было. верилось, да. Как так? Ну ладно уж, на поезде едем, ну в Останкино, неужели мы там будем? И что там будем делать? Вышку Какие-то Останкино в лаптях смотрели. бабушки? Смотрим везде, где мы оказались. На большой кругом. сцене. Камеры кругом. Очень красивый павильон. А что касается вне камеры, все обшарпано, исписано, грязюки, проходов вообще нет. Наши постоянно пожарники говорят прочистить ходы там, ни чтоб никого ничего лишнего в клубе не лежало. А там друг на друге коробки стоят какие-то мощные. В общем, вот... Красота на камеру. Да, все красота делается на камеру. К сожалению, все делается для камеры, даже чисто в человеческих отношениях. То есть получилось это такая вот творческая, это было основано ни на чем, Эксперимент. просто эксперимент, да? Да. И он оплачиваемый был? Я уже не помню, что-то даже. Нет. Первый вес, по-моему, Нет. нет. Просто она возила бесплатно, кормила, возила это Да, да. полностью бесплатно. А чтобы какие-то деньги от нее, тогда не было. Тогда не было. Это потом уже. Ну Когда- вот подумали один раз едем, что бы ради Да. опыта. Интересно же. Эксперимент. Да. То есть потом... Мы тоже... А, Я это- понимаю, что выступили хорошо, и много где видела, что потом Рубцова говорит... о Я том, бы не что- сказала, что мы хорошо обычно. Обычно, как в деревенском сельском клубе. Под баян. Мы исполнили эту песню. С вашим гармонистом. С нашим Да. Сегодня его... И там было так задумано, что в конце песни, уже когда песня закончилась, бабушки идут по, ну, вот, как это, по подиуму. Сидит там Зыкина, Зыкина. и мы должны были к Людмиле Георгиевне подойти, Вручить подарки подарок. вручить. Ну мы там Ну, банку я дала меда, подарки, отдала. За мной идет Пугачева. последняя уже идет. Да. И там надо с камеры уходить. Ей надо, нам велено было на репетиции сразу спуститься там. С камеры И ей уходить. тоже спуститься. Она повернулась. Не поняла. Она не Обратно. нашла, не увидела нас. Она не увидела лестницы. Пляску Ей идет. говорят, бабушка, Обратно. уходите с камеры. Она не поняла, что это такое. Она Заблудилась. заблудилась и растерялась. Она развернулась и пошла Обратно на сцену пошла. приплясывая, Да. пошла на сцену, потому что Николай Ну, Львович чтобы, стоял да. и играл еще там. Да. Надо А было- там подружка у ней была низенького роста такая же. И пошли они танцевать так. И вот этим они А в запомнили. зале хлопают, конечно. Они растерялись. Потому что они уже устали от профессиональных этих Да, выходов. да, А тут получилось искренне, абсолютно Естественно. по-бабушачьи, естественно. Да. И вот этой естественностью, искренностью они взяли бабушки и запомнили. Значит, вот эта вся встреча произошла, съездили, спели. 2009 год был. Это был 2009 уже. Что дальше? Как связались Контракт. отношения? Это вот после вот этого вот После яркого... этого она поняла, Ксения, и якобы Людмила Георгиевна сказала, что
Ксения, обрати внимание на этот коллектив, из них что-то может получиться. Да. Это сказала Ксения, это не Людмила Георгиевна нам сказала, и поэтому я не могу поручиться Достоверность, да? за достоверность этой фразы, но тем не менее она за нас ухватилась. И когда в очередной раз, мы уже второй раз, когда поехали, она подошла с бумажками. Я помню эту ситуацию. Вот такими длинными. Наша дальновидная тетя Катя сказала, что-то как-то не надо, и, наверное, что попало подписывать. Я очень хорошо запомнила ее фразу. Нет, то есть не было разговора, давайте сядем, Нет. я вам хочу... Это что, быстро так мимолетно? Это было прямо, Можно сказать, можно даже мимолетно. сказать так, потому что это было между выступлением. А, еще и между... Гримерки. Правильно, что контракт нужен. Ну да. Правильно. Да, и вот на 5 лет мы подписали контракт, просто мы не читали условия контракта. Ну, совсем не читали. Совсем не читали. Что, да? Ну, я думаю, это было так и рассчитано, потому что я помню лицо было бордовое у Андрея, у помощника Ксении. Потому что он торопил, ему уже хотелось, чтобы мы уже подписали. Он боялся, что мы будем читать, что-то там претензии какие-то предъявлять. Потому что потом, когда мы уже начали читать, очень жесткий был контракт, но мы выполняли все абсолютно, потому что нам было интересно ездить. Нам было... это все необычно. Новые люди, новые города. Где бы они с их пенсией Новые видели бы страны. Берлин, Канны. Так. И потом я думала, что она же продюсер, она же выучилась на продюсера, и там же все равно обучает как-то раскручивание коллектива, конечно, конечно. И когда она узнала, что мы еще и храм строим, а в тот год, в те года, строительство храмов шло широко, И на этом тоже можно сделать рекламу да, для нее. да, она это использовала в качестве пиар-хода. Но вы не оценивали это ни в коем случае как... Ну, у нее это бизнес-проект. Не оценивали, мы не Да. понимали этого. И не вникали, нам даже это было не нужно, что у нее, какие там планы. Важно, что вот она нас будет возить, у нас будут деньги, и мы будем строить храм. С ночевой останешься. У нас Всю ночь. столько будет рассказов про каждую страну, про каждую... И самые яркие, самые Про каждую яркие. поездку. Прямо с ночевой, да, можно оставить? Да. Продюсер, Ксюша, Ксения у нас появилась, в тот момент, значит, это нам надо было. Потому что, во-первых, какие-то деньги шли, она полностью не давала, но все равно ведь собирали. Без нее бы храма не было. Вот. И каждая поездка, конечно, у нас со своей историей. Как Галина Николаевна говорит, это 2 дня не хватит это рассказывать. Сколько это. Я сколько Да. печатаю Да, уже. да. Звони И кому-нибудь, буду это печатать. каждая поездка, она интересна чем-то. Каждая поездка, она интересна чем-то. Мне очень нравится, как мы были вот в Волгограде, Галина Николаевна без слез даже не может рассказывать про это. Это, во-первых, это не патриотизм только, это для поколения. Молодежь почему любит бабушек? Почему? Вот она это только расскажет, поэтому только уже Я не можно слышала, помочь. по-моему, эту историю. Не слышала Нет, еще, да. Нет, Вот. встречалась? Наталья Пайка у нас, царство небесное, Наталья Пайки, нашли, что знаменитые стали и нашли, где отец похоронен. Она с детьми съездила туда, она с могилы мамы отвезла землю туда, а оттуда привезла сюда. И Они соединились. это уже такой урок, вот видите, и некоторые вообще, я говорю, без слез даже и не расскажешь. И без смеха некоторые. Некоторые без смеха. Надо сказать, в каких вы странах были. Ну-ка, вспомните, в Я каких тебе вы странах расскажу, были. как мы летали. Первый канал нас послал во Францию. Мечта. 2 ведра деревянных с собой, коромысло. Туда в самолет пропустили наши. Мы сели в Каннах. Нет, не в Каннах. В Ницце. Ницце. Ну, садится уже вот самолет, кругом вода. Я говорю, ну все, сейчас мы брюхом будем... Рядом сидит, все, говорит, все, сидят. Все, мы в воде будем брюхом. И у самого берега. О, перекрестились. Потом поехали, нас повезли на микроавтобусе. Осень была уже. А вдоль дороги растут какие-то у них цветы. Огромные, выше меня. Вот такие крупные цветы. Желтые, белые, розовые. И привезли в Канны. Устраивают в гостинице.
по одному. А там 2 комнаты, ой, 2 ванны, ванные комнаты, кухня, спальни. Отдельно. Гостиная отдельно. Да. И мы не можем объяснить, что мы по одному не живем. Говорить не умеем. Переводчика нет. Переводчика нет. Мы с Грани схватились за руки и говорим. Отдали ее номер, значит, ключ. Говорим, вот. И сумку поставили, вот, а ты И иди. это не было просто так, это было прям скандально, истерично. Ну вот я просто Да. Они же представила. приняли как каких-то знаменитых артистов, а мы-то деревенские бабушки. Понятно. Можно было в одной комнате всем нам жить, восьмерым. Столько места было там. А для вас выделили прям А там- апартаменты. Там что-то такое круглое, я говорю, что же это такое? Ванна такая. Ага, мне надо попробовать. Налили воды. И я туда залезла, что-то я нажала, как начнет хлестать Джакузи. меня по бокам. Ой, это было Надо было джакузи. попробовать ведь. Джакузи, да? Да. То есть в джакузи отдохнули. Так, то есть не чувствуете, куда бы ни приехали, вы не чувствуете себя такими звездами. Наоборот, очень неловко, неудобно. Бабушки Да. смущаются. В Баку сидим за столом, и у каждой бабушки по официанту. Бабушка не может есть, когда сзади стоят и смотрят. Мы им говорим, ребят, идите, спасибо, принесли, идите. Они говорят, а нам попросили. А мы должны Носили. стоять, да. Кое-как мы их уговорили. Да, один Ой, только как. официант остался. Да, но он все равно остался. Далеко не надо ходить. В нашей родной Москве, мы уже считали родной Москву, уже дома говорили все время. Мы с ней живем в одной комнате с Семеновной. Она, я люблю в ванной полежать. Ну, полежала, а воду слить-то не умеет. Я не могу, у меня не сливается. И я тоже пытаюсь, но не получается никак. Мы ножом пытались уже. Это первая поездка была, да, у нас в Тут 2004 году Миша, у еще. нее Миша тогда был с нами. И Можно. в одних плавках я побежала искать Мишу у друга. По коридору. А она в плавках пытается открыть. Они заселились в гостиницу президента Удмуртской В резиденции республики, президента, представительство да. там в Москве. Это там. Это вас так заселили. Да, Да. да. И они бегают в одних трусах. Миша пришел, куда нажал, и вода ушла. Тогда только мы поняли, что мы в трусах бегаем. Он ко мне прибежал, обнял и смеется, ну не может, выходит. Я, говорит, потом расскажу. И говорю, больше нигде не будешь плавать. Ну, достроить надо еще, Наталья, пока, видишь, начали в этот дом Вот не милосердия. достроили еще, Дом милосердия начали, из-за этого только вот Нет, это. а я понимаю, что вот рассчитаться нужно с долгами. И уже не имеете права выступать как бурановские бабушки. И вот это вы уже сами Ну. решили, да? Переименовать как бабушки из Буранова. Ну, нам объяснили так. Что сделать нужно? А на так? суд Да. подам, в тюрьму сядете, штраф уплатите. Очень, всё, угрозы уграла. вот такие то есть были. прямо вот такие угрозы. От нее угрозы были, да. Андрей, это работник, помощник. Срывала концерты. Срывали они, Москва срывала. Они звонили, узнавали, потому Узнавали. что все равно ведь в Узнавали, интернет все равно куда едем. выкладывают это все. В санаторий приехали. Директор санатория, женщина. Вот трясется. Москва звонила. Москва. Они же все Москвы боятся. Москва звонила. Сказали, в суд дадут. Посадят меня в тюрьму. Мы ей сказали, не бойся. Мы не боимся, и ты не бойся. Ничего не будет. Видите, вы выступили. Выступили. Не имеете права именовать из себя бурановскими бабушками. Ну, хорошо придумано, да, поменяли там бабушки Ну, из обе- Буранова. Нам на объявлениях пишут бабушки из Буранова. Первый раз объявляют бабушки из Буранова. А дальше буранские бабушки говорят. Да, дальше говорят бурановские Всё. бабушки. Да. Ну ладно, давайте посмотрим. Зайдем. А дайте черкепром.
поводно, я, да. Она и заработала на иконостас. 1 Это за благодарность 400. Матроновке. Да. 1 400 000. Это не мы заработали на иконостас. Староста с этой иконой. С Матрёнушкой. Ну, брата наши. Брата наши. Брата-то наши. Мы начали службу. Я говорю, Ольга Николаевна, давайте откроем уже. Не было еще. Только врата были. Ай, да уже начнем тем. Мы ездили по разным странам, в разных городах бывали. В одном уголке храм реставрируется, да ведь? В одном уголке уже служба идет. Значит, деньги уже идут. Ай, дайте откроем, ай, дайте откроем. Ай, дайте. И в один прекрасный день все перетащили сюда, что было в старом храме. И начались службы. Народ стал приходить, деньги стали. Ну, колокола тут, это, очень, конечно, Да. красиво такое. Даже так можно сделать. Батюшка, благословение не взяла. Но вид хороший. Хоть в какую погоду, ну, Миша уже учит и молодежь. После Пасхи неделю можно хоть кому играть. Да. И с благодать, знаете, очень сильно получаешь, когда играешь, и что задумано, что тебе надо, думаешь, этот звон колокольный, и туда, видимо, очень сильно идет, и очень хорошо. А значит, мне надо приехать. После Пасхи да, обязательно. да, Чтоб всё очень, было. очень, очень. Здравствуйте. Алевтина Геннадьевна, у вас тут такая красота, столько цветов. Это вообще... Цветы. А дайте чай пить. А это ваша Мариши. внучка? Это внучка моя. Вот так живут бурановские бабушки. И злой пес. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, здравствуйте, добро пожаловать. В дворе очень красиво. Газга. Слушайте, в музее вообще такая красота. И я посмотрела куклы, да, которые даже лица похожи. Это же вообще... Ну, да, это же. И Якшура, которая женщина сделала, она вообще, она старалась, говорит, вообще нашла, видимо, журнальный или где ли, и цветою, где нашла она материал, вот бабушкам, говорит, по бабушкам ходила, чтобы именно старинный материал найти, чтобы платья такие же старинные были. А там посмотрела, ты там и чулочки связаны, даже здесь косичка связана, и как в старину носили ведь косички. Вообще здорово. Полностью, А как ага. внучку-то зовут? Василиса. Василиса, иди сюда к нам. Где ты? Василиса, а ты знаешь, что у тебя бабушка вообще звезда? Ты знаешь, что она, да? А как ты? Как ты вообще к этому относишься? Ты, наверное, сидишь там где-нибудь в соцсетях. Сколько тебе лет? 8. А, так уже 8. Она уже 1 класс закончила? Да. Да? А ты видишь, там читаешь где-то в интернете, или твои подруги знают, что у тебя бабушка вообще-то... Подруги нет. А, подруги не знают. Ты, то есть, не хвостунишка. Чем мне не звезда дает, ну, не кота, Нет? для Василисы только не звезда. У меня тоже дочка, но она, правда, помладше. Она любит показывать. Ну, мы коллекционируем, дарим, не знаю, сколько уже И откуда? подарено. Это, то есть, вы где бываете? Да, Там? да. Смотрите, какой звон. О, такая красота, вообще здорово. Ну, там звон я, эти, кто не очень смотрю, я для звона специальные вот эти уже покупаю. Ты тоже играешь, звенишь колокольчиком? Вот. Вообще здорово, красота, как зазвенеть. Вот это уже для звона покупаю. Да, это Потому здорово. что оно и как очищающее, вот когда она маленько перезвон сделаешь, вот когда они маленькие, и даже болезни уходят. Но этому, конечно, надо верить. Да, Но это они надо. творят чудеса очень сильно. Ни машины еще, ничего не было, и муж говорил, мы, говорит, самые счастливые, самые богатые у нас. Ни у кого, говорит, пианино нет, у нас пианино. Ну, в общем, вот так же вот бурановские бабушки очень душевно. Бабушки Да, из Буранова. Да. Ольга Николаевна тоже подарила теплые эти сейчас. И они у вас все у всех красивые такие, а какие-то особенные, обшитые, что-то вообще красота. Ну, чтобы где-то душевная радость и богатство здесь, чтобы было.
Ну да. А так, что есть, тому радуемся. Получилось, что вам отстроили вот такую вот красоту. После Евровидения Путин сказал, что приедет в гости. Все. Это вот такие волшебные слова иногда Владимир Владимирович произносит, и все начинает работать у нас в государстве. Да. То есть это вам Помогает. построило Наш бюджет, удмуртский бюджет. Это Александр Александрович Волков, потому что все же принимать высокого гостя, не очень хорошие улицы были с освещением. то есть еще и там... Конечно, нам дороги подняли, покрыли, 2 водонапорные башни новые. почистили. То есть вы понимаете, что благодаря вам, я по-прежнему говорю бурановским бабушкам, которые заняли 2-е место на Евровидении, покорили своей вот этой самобытностью, еще раз повторяю это слово, благодаря вам село Бураново расцветает, преобразилось, да, и этот клуб, дороги, водонапорные башни. Ну дай бы Бог теперь это все сохранить. Ну, вот если вот с таким же, если у вас тут растет такая же молодежь, такая же, как и вы, с таким же упорством, то я думаю, не только сохранится, но еще и приумножится обязательно. Очень надеемся на это. Я когда вообще услышал, что бурановские бабушки поют песни моей молодости, на которых я вырос, теперь они на удмуртском языке, ну это круто. Это, да, необычно, да? Это необычно, круто. Я еще хочу вернуться к той теме, что вот вы, как говорите честно, 5 лет отработали, да, Ксении Рубцовой. Задавала вопрос уже бабушкам по поводу того, что, прописаны же, наверное, были какие-то суммы. Вы же понимаете, что, не бесплатно, да, подписывая контракт. Обговаривалось же, наверное, вот будет получено, будете вы такую-то сумму получать, построите там свой храм. Была вот эта сумма все-таки фиксирована или обсуждалась вообще? Изначально была сумма 30 тысяч. О боже. Это гонорар для всех как бы бабушек получалось, да? Но она была, то ее не было, потому что были разные концепты разного уровня. А на строительство храма должны были идти другие деньги параллельно. И мы почему не требовали, не дергались, потому что уже сами поездки давали очень многое. Знакомства новые, новые впечатления, да. И мы не могли требовать и стучать по столу, потому что этого бы могло быть и не быть. Поэтому мы скромничали, мы не требовали лишку. А что касается храма, мы начали требовать уже к концу где-то контракта, мы стали понимать, что не стали приходить деньги на строительство храма. Возможно, у нее были какие-то сложности финансовые, я ничего против не имею, просто у нас непрозрачные были отношения в финансовом отношении. Мы лишних вопросов не задавали. Мы ей доверились на эти 5 лет, и мы ей, я бы даже сказала, слепо верили и доверяли ей. Просто к концу контракта получилось так, что деньги перестали приходить, и мы начали уже, тут уже включился мозг, потому что впечатлений уже хватило. Мы начали рассуждать, думать, потому что стройка остановилась. То есть первый сигнал был, остановилась стройка, контракт еще есть, вот эти, да? Денег нет, денег все нет, вышлю. И мы дали концерт Ижеводоканалу, она запросила огромную сумму, они не смогли эту сумму ей перечислить, и мы, нарушая контракт, дали им концерт за меньшую сумму. Это было нарушение нашего контракта, получается, да. Мы тогда разругались с ней пух и прах из-за этого концерта, вот последний концерт был такой. Но буквально уже последний денечек контракта это было. Нет, водоканал, Ижеводоканал, мы давали им концерт. Да, и вот после этого, буквально на следующий день, я открываю интернет, бабушка на репетиции здесь, я открываю интернет, и мне звонят мои друзья и говорят, посмотри срочно в интернете, какие-то называются женщины, вернее, буранские бабушки себя называют, но там совершенно другие лица, где вы? Я открываю интернет, бабушки стоят за спиной, там другие люди, поют нашими голосами, они не успели еще переписать. В смысле, то есть нашу фонограмму, они выступают в Волхове.
Это город Волхов в Ленинградской области. И вот это было не очень приятно, потому что были, конечно, разговоры, давайте там заменим бабушек некоторых, кто уже не может, не в состоянии, или кто там брыкается много, давайте заменим. То есть это была... Разговор такой был, но я пресекала, потому что эта история необычная, коллектив необычный. Это не какой-нибудь там ласковый май или Виагра, просто взял и заменил человека. Это люди, которые здесь вместе живут, вместе начинали, это вместе надо заканчивать это дело. Поэтому я не соглашалась на это, и бабушки тоже. К нам привозили артиста, показывали. то есть вам даже прям привозили, показывали? Да, приезжала к нам одна из артисток, чтобы как-то спеться с нами. Ну, у нее поставленный голос, у нее губки накрашены, глазки накрашены. Нашего возраста, но она накрашена, а у нас не принято краситься вообще. Мы прямо сказали все. Вот интересно, что происходило? Она приехала такая... Мы ее угостили, напоили. Напоили водкой. Да, поговорили по душам, все объяснили, почему мы не хотим ее видеть в нашем коллективе. Вроде все человек понял, но тем не менее этот человек оказался там в коллективе. Значит, не смогли убедить. Было такое, да. И поэтому она набрала другой коллектив, более мобильный, более профессиональный, чтобы ей легче было, как понятное дело. Другое дело, надо было мирно с нами расставаться и свои обязательства перед нами выполнить, потому что без крыши стоял храм. А для Удмурта это вообще последнее дело. Удмурт мало говорит о своих великих планах. Да. С людьми не делится, не принято у нас. И я считаю, что правильно. Иногда и правильно. И в тот момент мы на весь мир заявили, что мы строим храм, а храм недостроен. И мы не имеем права называться муромские бабушки. И мы не имеем права ездить и петь те песни, которые записаны в период контракта. Это был вообще удар ниже пояса. Когда мы попали вот в эту дурацкую ситуацию, мы по своей, в общем-то, глупости и безграмотности юридической попали в эту ситуацию, очень много людей нам помогало. И бедных, и богатых, и всяких разных, и мусульмане, и православные. И нас приглашали под страхом судебных исков, нас приглашали, мы выступали, их предупреждали, им звонили, их пугали судебными всякими делами. Но вот и организаторы нас приглашали, и мы под этим делом, но все равно ездили. И смотрите, храм достроили. То есть, хотя 2,5 миллиона мы еще долги расплачивались перед строителями. Мы ушли с долгами от нее перед строителями. Поэтому... То есть она не доплатила то, что обещала даже в эти, да? Да. Возможно, и не было денег, может, человек не умеет с деньгами распоряжаться, но это как бы другой вопрос. Да. У нас нет по этому отношению, в смысле, таких претензий особых к ней. Просто то, что они нам не дали возможность достроить храм и дозарабатывать. Но вот я хочу, чтобы все это поняли и услышали, да, вот смотрите, получается, что не было разговора, вот первого откровенного разговора между вами, был разговор, вы это узнали вообще из интернета? Мы о новом составе узнали из интернета, но о том, чтобы продлить контракт, был разговор. Давайте продлим контракт, сказала она, когда мы сидели в Домодедово. Помните, мы ехали из последнего концерта, с последнего... Ялту. Из Ялты, да, точно, она пришла к нам. Мы долго ждали тогда вылет, и вот она пришла. Контракт на тех же самых условиях. Мы сказали ей, ну давай поменьше мы будем ездить, не так часто. Она, видимо, уже связала себя какими-то обязательствами, с кем-то договаривалась. И я не знаю, что у нее, она же не говорила об этом. Но она не приняла вот наше предложение, сказала, ну я так не могу, надо по первому вызову. Позвонила, все, выехали, полетели. А мы так не можем, у нас хозяйство, у нас на первом месте хозяйство, потом дети, потом уже только песни. Да, поэтому мы отказались продлевать контракт, и она вот набрала. Вот таким образом это происходило. Понятно. То есть, вот смотрите, и получается, что заработок весь, который обговоренный, да, это вот все идет, все на строительство храма. Ну да. Вот, а лично, чтобы каждый из вас, выступающий как личность, ну, получать определенную какую-то сумму. Поначалу мы получали по 500 рублей. Да? Нет, по 100. 300. По 100. По 100 рублей сейчас так Да, 300. Я уже это не помню, я помню Да, 500 я помню, и да. помню... Паратидини то. Да, Потом- потому что я нанимаю человека, так,
У меня не хватает 100 100 рублей. было на рассчитке. Да, 100 было. Потом только 500 уже стало давать. Нет, 500 это за что, чтобы было понятно? Вот за что это, я не понимаю. Да любой вот выезд, куда-нибудь мы выехали, выступили. Да, и вот вам 500 Да, рублей. да. На лекарства надо было, аптека рядом была. В гостинице жили, да. На лекарства надо. В общем, ну, вообще-то у меня чуть-чуть слов нет, потому что, я говорю, когда разбираешь и смотришь на эту картинку, вот эта любовь, которая национальная, она Мы есть же в тогда вас. не были на нее в обиде даже за эти 100. Мы с этим 100 рублям были рады, потому что мы же тогда видели мир. Она первые месяцы и Мы 100 же рублей не давала. Она мы долга же была вообще. Ну, да, она же нас раскручивала без денег абсолютно. Мгм. Наверняка у кого-то брала деньги Но под, раскрутилась, да, под раскрутку. Да, Это да. и сейчас я понимаю. А тогда мне было любопытно, и даже мы не требовали даже. Это когда надо было по много дней уезжать, и бабушки оставляли человека наемного дома за хозяйством приглядеть. Вот с этих, вот тут мы начали у нее просить. Потому что надо перед человеком расплатиться. Я смотрела интервью вот у нового коллектива руководителя, да, не знаю, Прокопьева. да, Прокопьева смотрела, брали интервью, где она, ну, достаточно тоже честно, но я думаю, что у них тоже своя история, это, наверное, артисты, которые тоже достойны уважения, Конечно. которые всю жизнь работают, и профессионалы, но тоже оказавшиеся в такой ситуации. И она достаточно тоже открыто говорит о том, что нас пригласили, что вот коллектив бурановских бабушек, и она тоже задавалась вопросом, а как же вот настоящие бурановские бабушки, на что Рубцова, по ее словам, сказала, ну я наберу тогда из других городов России. Что как бы вообще, если это история про удмуртов, бурановские бабушки, это в наше, и мы гордимся. У них, да, каждый. они позиционируют себя, вот новый состав, говорят, что они сохранили бренд для республики. Бренд. Для республики он никогда не был республиканским брендом. Он был всероссийским брендом, потому что не республика нас подняла. И не республика принесла эту славу. Вот ведь в чем дело, люди. Поэтому много раз было разговоров от нашего правительства, хотели они, чтобы этот бренд был в Удмуртии. Как он будет в Удмуртии, если этот бренд создала Постоянно. Ксения? Тут уже вот такой вопрос, сложный вопрос. Но это прям вот про бренд, а если говорить про вас, то это как бы, не тяжело мне это назвать брендом. Мне Да, тяжело. да. И потому проектом что- назвать бабушек. И проектом Да, тоже, да. это невозможно, потому что работает человеческий фактор. Да, Да, это очень важно. да. Столько лет прошло уже, да, это закончилось в 2014 году? Да, В 2014 году, и вы с тех пор решили переименовать себя и стали бабушками из Буранова. Да. Это вот тогда же наступило, вы поняли, что это Да, выход из ситуации. да, потому что даже мы не о себе любимых думали, мы думали о тех людях, которые нас приглашают. Они нам, конечно, нам тоже грозились судебными там разбирательствами, но ладно, Бог с ними, да, мы как-нибудь выкрутимся. А вот люди, которые нас приглашают, они в чем виноваты, что Да. мы уже теперь не буранские бабушки. Поэтому мы решили, что мы будем называться бабушки из Буранова и будем ездить вот с этим уже новым названием. Но все равно воспринимают вас как бурановские бабушки. Ну да, да, да. И хорошо, что мы нарушили все рамки, которые были созданы условно, вот, что связано с шоу-бизнесом, что связано с людскими отношениями, с удмуртами. Мы расширили эти границы. Мы постоянно, человек по своей природе, он строит себе какие-то границы, чтобы там ему было комфортно. Да, жить. да, да. Условно какие-то Проблемы. законы, да. А мы перешагнули это, расширили, и мне кажется, это хорошо. Это тоже хорошо. Не только для нас. И для последующих, и для таких же коллективов, как вот наши бабушки. Дорога. И молодым тоже. Ну вот, мы знаем сейчас, что на самом деле происходит, да, с Ксенией Рубцовой. Все это наблюдают на телевидении. Как вы к этому относитесь? Никак. Никак? Вот удивительно, да. Я очень боялась, что когда я бабушки узнают, скажут, ну вот, бумеранг вернулся. Я боялась этого, что они порадуются, вот, типа справедливо. Но нет, бабушки, вот это, они пережили это уже, перенесли. Мне уже даже жалко ее. Мне кажется, не таких масштабов она, прямо вот воровка такая. Не думаю я так.
человек всякое замешано. В любом из нас. Да. В нас замешано столько, ну, невозможно. И надо, вот у бабушек хорошее качество есть. В любом человеке они видят только хорошее. И вот этому я научилась у них, пока вот ездила. И мне это очень нравится. Вот они, вот я благодарна, что они научили меня в людях ценить то, что в них хорошее есть. Несмотря на все тараканы, потому что у каждого из нас тараканов море, пруд-пруди. Ну, конечно, не было бы, если бы она не появилась на нашем горизонте. А у нее же это своя дорога, это ее испытание. это И ее. как мы можем ее испытание, об ее испытании судить? Мы же не знаем, какие у нее мысли были, какие у нее отношения с Быстрицкой Да. были, как у них это все складывалось, откуда Что мы за знаем. замыслы, Мы даже не знаем, да. как у нас с ней было, Да. и что у нее там было, мы же не знаем этого. Я еще не задалась вопросом и не спросила, конечно же, про Евровидение, потому что все об этом вас спрашивают. Как вообще, вот как решилось, что бабушки бурановские поедут на Евровидение? Как это случилось? Прямо. На отборочном в Москве. Нет, на отборочный вы осознанно пошли на отборочный? Мы Ксения были Левина. против. А, вы были... А, она Мы были против. Предложила. Это произошло в 2010 году еще. Не в 12-м, не Первый в раз, 11-м. Это в 2010 году. Маша пошутила, сказала, нам теперь вот еще и Евровидение надо штурмовать. Я похохотала, думала, шутка. Ксения это взяла на вооружение, она вот амбициозная девушка очень. Надо ей, она попрется, денег нет, она найдет, займем. Она подошла и говорит, ну все, готовим песню. Какую песню? На Евровидении. С ума сошла. Мы всяко отбрыкивались, но у нас контракт. Мы законопослушные бабушки. Мы выучили песню мамы Николая Григорьевича. Красивую песню Чупучоко. Записали ее. Нас прослушали. Мы прошли в полуфинал. В полуфинале мы заняли 3-е место. Это в Москве. Это в Москве. Тогда уже продюсеры более такого высокого полета, нежели Ксения, увидели нас. И, видимо, ей сказали, предложили дальше двигаться все же. В 2011 году нас прокатил Воробьев, его продюсерша. Ну, там были какие-то подковерные серьезные игры, чуть ли не со Светланой Медведевой, наша... Медведев же был тогда президентом, что-то там подключили, мы уже были готовы поехать, там отбора не было, без отбора мы проходили. Тогда записали песню, написал для нас песню Матвиенко. Матвиенко написал, и мы уже готовы были в Швеции, что ли это было, Швеции было, да. Мы собирались уже, мы уже были в Москве, и нам говорят, Ксения у нас расстроена пришла, говорит, все отменяется, как отменяется, едет Воробьев. Что-то там переиграли. Мне не хотелось, потому что наряду с нами полно было талантливых ребят, очень хорошо поющие, прям мурашки по коже, даже уже не знаешь, кого выбрать, потому что когда вживую слушаешь человека, совсем по-другому, нежели по телевизору. И вот мы в 2012 году таким образом попали все же. Первое место было на отборочном. А как, вот вы узнали, что вы едете на Евровидение? Ну что это? Вот у меня, я сейчас говорю, у меня муражки прямо. Потому что мы с тобой знаем, что такое Евровидение. Мы понимаем масштаб этого мероприятия. А бабушки-то это не знают. Ни разу не видали. Куда-то поехали, что-то где-то будем петь. И это их спасло, потому что если бы они понимали меру ответственности, это же можно с ума сойти. Состарилась на 5 лет, пока я вот ездила. Я состарилась на 5 лет. Юля сказала мне, дочка, мама, ты за эти годы состарилась, ты стала как своей бабушки. Дорогая цена этого дела. Конечно, конечно. Ну, вот все вот то, что вещало, все, что происходило тут в Бураново, это же... Это было тихое помешательство, я хочу. Тихое помешательство, это слабо сказано. Общестадное помешательство. Да. Человек... Это представляю, как каждый житель села, провинция, масштаб просто, да, которые сидят, и я не представляю, что тут, мне люди звонили, что тут клуб был вообще оккупирован, Да, там да. со всех. Наши не смогли пройти в зал. Нет, ага. Мы ее обратно отвернулись, ушли домой быстро.
Да, то есть это ваши дети? Да, ну приходили они посмотреть, ну В эту именно ночь в клубе Прямую что-то. трансляцию. Да, рассказали, что там будет, как, что, все равно маме же надо будет рассказывать, что здесь было у них. Ага. Вот пришли, там, говорит, мама, зайти нельзя, мы обратно бегом домой. Как еще реагировали дома-то, вот что говорят? Поехали на Евровидение? Я Дети звоню. даже внуки же Мы понимают. заняли 2 место. Классная у меня была вообще реакция домашних. Я звоню домой, говорю, ну как вы смотрели? Говорю, какое не до тебя было? Коза разродилась, 3 козленка у нас, и все козлы. Вот. Приехали абсолютными любимицами всей Европы, Да. России. Я в Удмуртии, это же вообще что? И когда после уже Евровидения вы где-то появляетесь на сцене там в рамках Удмуртии, это вот все прям, вот я себя помню, стою там на концерте, кто-то выступает, появляют, это такая просто атмосфера всех. Это начинаем- потому что мы из народа, мы сам народ, потому что мы ваши. Мы не какие-то там избранные, поэтому мы же на тех смотрим, как на жителей другого мира, а мы в этом мире. Поэтому, когда из нашего мира кому-то что-то удается, это такая колоссальная надежда и колоссальный позитив человек получает. Это поэтому еще люблю. Еще хочу спросить. Есть у нас много на удмуртской эстраде современных, молодых, активных, ярких, на той же Эктонике. Мне сейчас это вообще ужасно интересно. Есть не просто люди, ребята, которые поют, делают музыку, есть, которые за этим несут большую культуру, приходят даже, может, с лекциями с какими-то. Я думаю, что вы кого-то точно знаете. Я бы вот от бабушек хотела услышать, кого вы из современных удмуртских певцов, например, да, или известных таких вот прям из молодежи знаете. Шаркана Ветлыка мы видели же с Да. ними, да? Вспомните, кого вы Кого? знаете из наших. Иван Котельников. Ой, Иван Котельников, вот он сейчас услышит, Иван Котельников. Алена Тимирханова. Так, его Ну, супруга. нравится Наш как они. Бурановский. И Богдан, он Да. Афиногенов. Корни Богдана Бурановские. Очень, вот да. он мне очень тоже симпатичен в плане Да. своего творчества. Павел Александров. Так, Павел. Мы были у них, Николашкина, это из Татарии, Удмурт. За ним будущее большое, я считаю. Да. Он очень оригинально поет, очень оригинальные песни, хорошие песни, глубокие у него. Екатерина Кинджали мне нравится, то, как она стала сейчас петь. Ну и много наших эстрадных исполнителей, исполнительниц, которые, да, двигают только так. Молодых очень много, Очень. неизвестных много. И это хорошо. Вот удмуртское телевидение, Даур ТВ, вот Богдан Афиногенов, это, ну, мне кажется, это что-то еще должно больше разродиться. Конечно, в нашем моде. конечно. Да, и к столетию вот это Удмуртии шоу огромное, которое было в Лазове. Я знаю, что вы каким-то образом туда не поехали. У по-моему. нас был в тот день в другом месте выступление, и сказали, что очень сложно будет вам там чисто физически. Мгм. То есть все, удмуртская эстрада, значит семья, так, кого сказали, Иван Котельников, Тимирханова, Афиногенов, Павел Богдан, Александров. Да, Екатерина Еще. Кинджали, так, ага. Алина Антонова, Так, Алина да, Антонова. Алина Беспалова, Альбина Альбина Беспалова. Беспалова тоже, да, есть такая. Да, Влад Андреев, я обожаю его песни, у него такие хорошие философские А песни слушаете есть. вот эту музыку вообще, вот нашу, современных наших? Они на удмуртском поют. Слушаете? У меня все время радио включено, моя Да, Удмуртия. я тоже Ну. слушаю Колю Анисимова, я люблю. Он вот, я считаю, что вот он как мосточек между прошлым и современным, потому что он Вот любит это нравится мне, да, да, старинные да, наши да. удмуртские песни умеет он подавать вот как-то мягко, по-удмуртски настоящий удмуртский мужичок. Вот у нас мужики такие ведь не яркие, не броские, не громкие, не шумные. И какое-то будущее в нем тоже чувствуется, в глазах что-то там написано у него тоже есть такое. Ну, потому что это важно. Вот они увидят потом, да, что говорят бурановские вам. Не да бы кто-то там, да, увидят, что говорят, и скажут, а вот, за мной будущее, может, я там еще больший формат, да, перерожусь и обязательно буду звездой. У вас, я знаю, вот эти костюмы, в которых вы выступаете, они действительно самотканные? Да. Да. Да? Да. Они вам как? Это своего или вам досталось? То, что мы выступали на Евровидении, это
из сундуков. Это старинные наряды. Старинные были. Тоже домотканые, старинные. И у каждой бабушки из своих сундуков. Кто-то кому-то дал. А вот теперешние костюмы, они один в один по лекалам старинным сшиты и сотканы. Сотканы Это вот вручную и у новых современных. у тех бранцваш, которые сейчас вот так? Нет, Нет, нет. вообще? Нам шили после Евровидения костюмы новые. Наша малая пруга сшила, наш район. Потому что у нас есть дом ремесел, где ткут из современных ниток, просто сотканы. Они прям вручную сотканы на станке. И сшиты, да, это дорогое удовольствие, дорогие костюмы. Выделил денежку, опять-таки, Александр Александрович Волков. И вот наши соткали, сшили, прям по просьбам бабушек. У кого какие были претензии, какие просьбы, как чего шить. Особенно Галина Николаевна нашли, у нее жестко. И тут кружавчик, чтобы Да, был. да. И тут, чтобы вышито было. Да. Вот так женщина, кормящая мать, вот так носила, значит, тут вставка, чтобы она могла открывать и титьку вытаскивать. Ну что, правда, я... Да, чтобы Да, кормить да, да. грудью. Ну, и напоследок я бы еще хотела, вот что вы бы сейчас пожелали или сказали вот той молодежи, которая сейчас живет вот в нынешних условиях, развивается и наверняка хочет достигнуть тоже каких-то высот, что им сейчас важно, необходимо? Вот что бы вы им, не знаю, пожелали, напутственное, может быть, о чем-то предупредили? Вот что бы вы сказали им? Ну, пусть они не стесняются, что они нужны. Пусть роются в своих корнях, пусть ищут, что было лучшее в их роду. Потому что у каждого человека есть колоссальное количество талантов. Просто их мы не знаем. Да. Мы не знаем, кто у нас был дедушка, чем он обладал, что у него было. Мы не знаем, мы как безродные. Почему-то в одно время было. И сейчас вот очень хочется, чтобы они корни свои знали, и тогда это будет их удерживать в этой жизни, не даст сойти с правильного пути, потому что правильный путь никто не знает. Какой он правильный? Истину никто не знает. Поэтому мы в поисках же постоянно. Поэтому ошибаемся, пусть не боятся ошибаться, пусть не боятся открывать двери. Нам потребовалось много лет, чтобы набраться смелости. Бабушкам потребовалось 70 лет, чтобы постучаться в дверь и открыть эту дверь. И пусть они под приоткрытую нашу дверь войдут смело и мечты свои воплощают в жизнь. Спасибо, Ольга Николаевна. Современное молодое поколение, которое приезжает в другой город, будь то там столица, в другой город, они сейчас смело могут сказать: мы из Удмуртии. Конечно. И когда что такое Удмуртия, достаточно сказать бурановские бабушки, и все становится ясным и понятным. Спасибо вам большое, прямо от души, Я очень уважаю, говорю вам огромную, выражаю благодарность, что сегодняшняя встреча состоялась. И я думаю, что это еще может быть даже не последняя наша встреча. И мне хочется, чтобы вот на вашем энтузиазме, на вашем примере пробовали развиваться, не бояться стучаться в закрытые двери именно те люди, которые хотят как-то, не знаю, развиваться в культуре, может быть, даже не в культуре, а просто пробовать себя в жизни и не бояться этого. Бабушки — это верхушка только айсберга. Огромное количество людей поработало здесь, чтобы это случилось с нами. Поэтому на пустом месте просто так проекты, пусть это будет звучать как проекты, не появляются. Галина Николаевна бегала наша с этим факелом. Галина Николаевна Конечно, бегала? вот фотография есть, вот у нее синяя рамка там есть, да, Олимпийский факел. Олимпийский факел. Так, и в общем я поддержала историю даже надо это. Да, Вот, 14, да, Сочи, да, слушайте, она бегала? Она бегала с этим факелом, а мы следом в платьях за ней, потому что организаторы не продумали, нам надо было выступать на центральной площади. И мы побежали следом за ней. И вот в мужских платьях было смешно. Музей бабушек запустила я онлайн-экскурсии в музее нашем.
Есть у меня про это рассказ-то в интернете. Это костюмы. Ну, это старинные наши костюмы, да. И это мужской вот тоже. И мужская рубаха есть. Это вот Раз так получается, что большую, ну, в последнее время, да, большую часть занимают гастроли, постоянные какие-то поездки, зная просто по себе, что есть семья, Да. есть дети, которые, я знаю ваших тоже детей, ну, которые тоже занимают определенное время, их нужно воспитывать. Есть муж, который должен входить как-то. Вот как это происходит у вас? Как они это воспринимают и приняли, что мама вот занимается таким творчеством? для семьи, конечно, это серьезное испытание. И им больше достается, я думаю, что чем другим всем остальным окружающим меня людям, потому что все, что связано со мной, это через них проходит. Все, что какой негатив копится, бывает и так же, и негатива много же, и слов всяких я слышу, и интернета читаю, и этот негатив же несешь домой. Ну да. Да. И почему-то ведь так ведь в жизни получается, что а кому еще скажешь? И получается, что ты же выливаешь на них это. И иногда я себя останавливаю уже, потому что уже очень жалко своих. Делиться-то хочется, сказать-то хочется, вот, имею ли я еще право вот это еще на них наваливать. Ну и хорошее тоже так же. Хорошее есть с кем делиться. И есть... Мне повезло, мне очень повезло с семьей, с детьми с моими повезло, потому что они это принимают, понимают, поддерживают. Поддерживают. И какие-то очень рано повзрослели мои детки, потому что они без меня почти росли эти годы. Вот эти, пока я в разъездах была, это же где-то около уже 10 лет. Даже больше уже, да, ведь? Больше уже. И они выросли очень самостоятельные и очень взрослые уже у них мысли. И мне это нравится. И я очень надеюсь, что пример моей жизни для них служит воспитательным актом. Что касается вот, ну, они творческие люди? Семья моя? Ну, дети. Да. И дети, и муж. То есть, а вы хотите, чтобы они тоже, ну, чтобы занимались тоже творчеством? Творчество же понятие очень широкое. Очень творчество. Да, можно быть уборщицей и быть таким творческим человеком. А можно быть артистом и быть не творческим. Да, нет, вот они что. профессионально как определились? Юля у меня историк. Я думаю, что это вот тоже мое. Сава еще не определился, хоть и он учится на агрономическом отделении, а сейчас доучиваться будет еще 2 года на магистратуре. Я еще думаю, что он еще ищет себя. Но Юля, она вот уже прямо целенаправленно остается и работает уже по... Да, она сейчас работает учительницей, но я думаю, все еще она думает. Еще не окончательно, мне кажется, она решила, будет ли она в школе. Но я думаю, что она себя все равно найдет в этой же области, потому что все у нее есть для этого. Единственное, сейчас терпение набраться и не ожидать сразу быстрых результатов, потому что все хорошо делается долго. Это плохое быстро, а хорошее делается годами. Согласна. Сейчас, вот именно в этот момент, чем вы сейчас занимаетесь? Я пишу книгу. Ой, так здорово. Я пишу книгу, она написана коротко, там, я, правда, поздно начала записи делать, но какие-то ситуации бывают смешные, какие-то мысли возникают неожиданные, что-то для себя открываешь. И вот я решила, что это надо писать, потому что это будет не только моим детям и мне интересно, это будет людям интересно, это как такой положительный опыт будет для людей. И все равно же люди же интересуются, откуда взялись бабушки, почему так это произошло. И То мне есть это хочется, книга-то да, о чем? Книга о бабушках, о нашем непростом пути. И мне показалось, что это должно быть интересно людям, и это я должна написать обязательно. Ну, и я знаю, что еще вы занимаетесь театром, детский театр у вас. Да, есть. к сожалению, вот коронавирус сейчас приостановил это все дело. 2 хорошие работы я сейчас готовила, вот в этом году мы их не завершили, и я надеюсь, что дадут нам возможность дальше продолжить, потому что один спектакль про то, совершенно маленькие детки там, они от имени вещей разговаривают. Вот такой приемчик я нашла, потому что я начала тут
экскурсии проводить, и я же вижу старинные вещи, которые лежат, и я подумала, как у них вот внутри вот душа этой вещи, как вот сидит, лежит, никому не нужная. И было же время, когда вроде как мы никому не нужны друг дружке стали вот в этот коронавирус-то. Да. И вот из этого возникла идея вот такого спектакля, что может происходить ночью, о чем могут общаться друг с другом души этих вещей. Вот такая сказочка получилась, хорошая. То есть получилась. сказку сами написали? Да, совместно с детьми, конечно, чтобы им тоже было понятно. Не директор Дома культуры? Я ушла. Да, Да, даже когда мы так? отстроили, очень муторное это дело строительства, очень много было разных проблем. И я поняла, что либо надо заниматься своим делом, Либо ты творчеством, хозяйственник, да, либо ты да, хозяйственник. да. А хозяйственники, они никудышные, я подумала, буду я лучше режиссера. Своей любимой Да. работой. Ну, еще раз, я уже говорила сегодня о том, что Пермский институт культуры вы закончили. Да. И я тоже когда-то очень думала, вот Ну, это никогда моя не поздно. мечта. Никогда не поздно, мне тоже Да. мне говорят, никогда Сейчас не девочки поздно. подрастут. Да, режиссура Да. в самый раз. Так, ну и мы вот сегодня сидим в музее, Да. музее Бурановского. Это музей бабушек, да. Да, вот как название, какой музей? Мы так и называем его коротко, просто музей бабушек. Потому что тут детство бабушек, тут сегодняшняя жизнь. И это не только музей бурановских бабушек, музей вообще бабушек, музей бабушки. Тут и рукоделие у бабушек, и жизнь бабушек. Поэтому пусть будет музеем бабушек. Про практическую еще сторону, вот смотрите, есть новые вообще в селе построен вот Дом культуры, музей, построен храм, много всего вот того. Это все кому принадлежит? Это все муниципальная собственность. Да. Муниципальная собственность? Да. Музей наш и здание клуба и сам клуб – это муниципальная собственность, а храм принадлежит, конечно, епархии. Епархия. Епархия, да. При храме мы уже построили трапезный дом, где можно перекусить, потому что народ Где вот мы сегодня были, да? Да. И где-то кто-то останавливается, там 2 комнатки есть. Есть ли ощущение того, что уже сделано большое дело, и что вот, ну, вот что-то такое важное в жизни я уже сделала, и как бы... Жизнь, она такая штука, она периодически тебя опрокидывает. Ты думаешь, что вот все уже ты сделал, уже вроде как бы уже достаточно и ничего дрыгаться. Это все опрокидывается, и надо по новой. Да, и вот с храмом тоже так же, потому что положение РПЦ не очень, ведь сейчас столько гонений всяких идет и на батюшек, и всяко-всяко. В общем, это я читаю в интернете, поэтому немножко в курсе. И знаю, насколько храмов много понастроено по России, а в храмах никого нет, и вера какая-то, она не такая, как раньше. И это тоже заставляет думать и что-то делать, и как-то жить с этим, и быть с этим, и какие-то проекты, не проекты, а вот какие-то дела все равно надо делать, не бросать это на полдороги, потому что мало построить храм. Пишите книгу, надо написать книгу. Что еще? Мечта нашей старосты, это уж тоже не моя идея получается. Я часто чужие идеи воплощаю. И мечта нашей старосты, она хочет построить при храме Дом Милосердия. Идея очень хорошая, но она такая сложная, что от этой сложности у меня прям волосы дыбом, потому что, во-первых, надо построить. Это такие деньги мощные. Потом его надо содержать. И самое сложное, я считаю, когда будет много бабушек, там 20 бабушек, дедушек должно жить по проекту. Вот этот быт, вот эту жизнь их надо там налаживать, чтобы они друг с другом не ссорились, чтобы они чувствовали себя как дома, чтобы они были ухожены, чтобы... Это очень сложно. Вот как это будет. Ну, я посмотрела, что строительство же есть, уже стены. Строительство началось, первый этаж построен, и на этом пока остановилось. Потому что Пока, нет во-первых, финансового. денег нету еще достаточно, и жизнь сейчас непонятно куда, чего двигаться, поэтому мы пока на перепутье. Спасибо, Ольга Николаевна.